Последние мирные часы перед войной повседневная жизнь огромной державы сконцентрирована в движущемся поезде. Романтика железных дорог, разговоры с соседями, пейзаж за окном. Кто все эти пассажиры, какие планы заставили их отправиться в путь? Узнать это можно на выставке, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Не просто поезд, а настоящий памятник героям, которые защищали нашу родину. Первым его посетил глава региона Махмуд Али Калиматов. Здесь вы можете увидеть совершенно обычных граждан, которые едут кто-то в отпуск, кто-то по своим делам. Они не подозревают о том, что их ждет дальше. Обычная жизнь. Да. Здесь моряки знакомятся со своими попутчицами. Из соседнего, так скажем, плацкартного купе выглядывает молодой человек, которого не позвали в компанию. Вот здесь он подглядывает. Реальность. Инсталляция, размещенная в составе поезда, создает настоящий эффект погружения. В каждом вагоне этого музея на колесах, а их всего 9, переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Резкий переход от мира к войне, контраст между интерьерами площадок очевиден. Сегодня на выставке экскурсовода нет. Вместо этого здесь предусмотрен аудиогид. Достаточно подойти к любому объекту, и лекция автоматически включится. Также и помимо аудиогида есть и вот такие интерактивные лекции. Например, здесь есть несколько историй. Это первые авиаудары, первые потери и подвиги, оборона Брестской крепости. Например, можно включить любую, и вот на экране будет мини-фильм об этой истории. Война пришла в каждую семью. В эти дни не было человека, взрослого или ребенка, равнодушного к судьбе своей страны. В самом начале этого вагона плачущая женщина, образ всех солдатских матерей. На лицах всех членов ее семьи тревога. Кадеты Горского кадетского корпуса от такой выставки остались под сильным впечатлением. Мы видим, что наши предки это все прожили. Я очень рад. Спасибо за эту выставку. Я рад слышать. Скажи, вот не правда ли так интереснее историю учить, чем по учебникам, да? Да. Но книжка, она была скучная. А если прийти вот сюда, то тебе уже кажется, ты же сам в этой истории. Концлагерь – идея 4-го вагона, напоминание об одном из самых страшных преступлений Третьего рейха. Узников нацистских лагерей ожидали пытки, голод, расстрелы и газовые камеры. Все эти ужасы не может вместить человеческий разум. Каждый должен об этом знать и помнить спустя века. Не представляю, как они в это время выживали. Было, что когда плен держали людей, никто не создавался. На каждую медсестру приходилось по 165 раненых. Порядка 12 тысяч поездов было задействовано за эти годы в перевозках по эвакуации раненых. Забота о них тоже своего рода поле боя. 5-й – это санитарный вагон. Перед глазами собравшихся трагедия сильных мужчин, ставших инвалидами. Эти молодые солдаты столкнулись с ужасами войны в самом начале жизненного пути. Не думали, кому они такие нужны, и когда такой эшелон проходил над высоким мостом, они старались бросить, чтобы наверняка умереть. Война подходит к концу. Послевоенное мироустройство требовало суда над военными преступниками. На Нюрнбергском процессе был впервые на международном уровне озвучен весь масштаб зверств нацистов. Победа, возвращение домой, весна 1945 года. Все позади. Если присмотреться, то в 9-м вагоне можно заметить те же лица, что были и в первой части поезда. На фронт многие из них уходили молодыми, а возвращаются уже возмужавшие, уверенные в своей силе. Экспозиция позволяет узнать и то, что было вне самого поезда. У нас есть вагон, который посвящен бронепоезду Илья Муромец. Там представлены VR-очки. В VR-очках идет съемка, которая производилась. Там показывается битва, которая происходит за пределами поезда. То есть можно окунуться в эту атмосферу, наклониться, посмотреть в очки и посмотреть, что происходило за пределами самого поезда, где солдаты стреляли, подносили боеприпасы и вели битву. Выставка «Поезд Победы» – это редкая возможность для жителей республики стать участниками одного из самых значимых исторических проектов, который погружает в атмосферу 41-го и дает почувствовать дух защитников Родины, среди которых было немало уроженцев Ингушетии. Глава региона Махмуд Али Калиматов отметил, что такие проекты особенно важны для молодого поколения, которое уже теряет связь с живыми ветеранами войны. Многие из них ушли из жизни, а оставшиеся в живых преклонного возраста. Я благодарен, кто вообще это придумал. Я
благодарен тем, кому эта идея пришла и воплощение в жизнь. Потому что там показан весь ужас этой войны. И почему он сегодня важен? Вот либеральный мир, не хочу грубее сказать, они все делали и делают для того, чтобы вот эту победу нашу, как бы ее уменьшить, значимость ее понизить. Сегодня, благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу, вот настолько надо выдержки, смелости, духа нашим ребятам, которые отстаивают и сегодня вот эту правду, отстаивают на границах с Украиной. Потому что они хотят опять принести эту коричневую чуму. Я хотел бы, чтобы посетили, посмотрели бы. Там настолько все это сопереживаешь, идешь, как вот сделано с таким трудом. Все это видно, да, как живые. И в то же время познавательно. Это очень важно. Поэтому предлагаю всем, кто сегодня найдет время, прийти, посмотреть. Поезд – это метафора жизни человека. Посетить выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны, можно еще и завтра бесплатно по предварительной регистрации на сайте проекта. А для тех, кто не успеет, есть альтернатива – интерактивный музей. Для этого достаточно мобильного устройства и доступа к интернету. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.